Речной порт в Салехарде всем своим видом намекает, что река Обь на Ямале является до сих пор самой главной дорогой в округе. К тому же большинство населенных пунктов как раз находятся на реке. Мы отправляемся вверх по течению реки. В какой-то момент река раздваивается на два рукава, на Большую и Малую Обь. Нам нужно на Малую. Там, в 200 километрах от Салехарда, расположено село Мужи, райцентр Шурышкарского района. Да поле кучи петоны. Поле кучи петоны, да народ кучи отдельный, да вот татуй кузямуны. О, татуй кузямуны, да ыджит карторе бои, да мича киркае пыри. Мича киркае пыри, да пызан была самовар, да пызан саястом мурмур. Село было основано в 1840 году пришедшими сюда из-за Урала коми-ижемскими оленеводами. До ижемцев постоянно проживали в этих местах лишь ханты. История Мужей не зафиксировала конфликтов между аборигенами и пришлыми. Сейчас есть такое модное слово «толерантность». Раньше такого понятия не было, но они очень тактично входили в жизнь коренного населения. Очень тактично, и вот даже пожилые люди вспоминали, землю не завоевывали, а даже покупали. В год основания села здесь была построена церковь во имя святого архистратига Михаила. В метрических книгах церкви часто упоминается имя одного из первых жителей Филимона Рочева, а также его сына Сергея и внука Николая. Селение, видимо, из-за наличия церкви, прежде называлось Поп-Вож, но впоследствии было переименовано в Мужи. По одной из версий, Мужи – хантыйское слово и означает «родник» или «незамерзающую воду». Вблизи села есть озеро, в котором, по словам хантов, рыба может перезимовать. Вода подо льдом остается живой. Село быстро росло за счет коми-переселенцев. В 1917 году здесь проживало уже 2000 человек. Метай сегодня ты важен, мен Париж дядя своего на ужимась через Урал Ляпин Дорын. Я вот говорил со своими дядьями. Они говорили, что перешли Урал в районе Ляпина. Сказать, что медведцы ужимась нарочно везли моз. Позиционированы мы выем, а были... Не все сразу перешли. Сначала перешла небольшая часть, разведчики. Они должны были посмотреть, каково здесь, можно ли здесь жить. Потом они вернулись и сказали, что здесь хорошо. Ягель есть, много рыбы и дичи. Через Урал. И ужимась авуми ставус. Тенемян деды рассказать, что мои родственники тоже не все сюда пришли. Мой дедушка пришел, его брат нет. Сказал: ты, Данил, сходи и посмотри, а я пока на родине останусь. Ведь всякое может случиться. Благодаря удачному расположению на берегу реки Обь, где пересекались важнейшие торговые пути, почтовый и земской тракты, к началу 20 века Мужи превратилось в богатое торговое село.
Современники называли его типично коммерческим селом, производящим впечатление городка. Наиболее богатые оленеводы имели до 2000 голов оленей, но были и семейства, содержащие всего 25-30 голов. Здесь был довольно заметный слой зырян-батраков, живущих в качестве наемных рабочих у крупных оленеводов или работающих на рыбных промыслах. Ляпинсан неж эстелечемас, быт вылезти неж еще кочаламас, код казымысы кольчема, код эсте, ну, кудивистал перемещать черевит бараже. Потом ижемцы вниз по Оби от Ляпина стали продвигаться, ведь рыба ищет где глубже, и люди ищут места получше. Те, что посильнее, у кого стада были большие, шли дальше, а с маленьким стадом оставались на месте. Sa ılacık mınız, koddan eşacık ete kadar слабеджик, да тыча кольченыз, sa сиджей сталс муне, понем оламыз сидь. Изватас всегда искали где лучше. Правильно. Правильно, это нормально. Между прочим, это Изватас и поднял оленеводство до промышленного уровня. Между прочим, Изватас эти анимации капиталист. Селом Мужи тесно связана поездка знаменитого норвежского исследователя Фритьофа Нансена к Северному полюсу в 1892 году. Нансен нанял обрусевшего соотечественника Трондхейма для снаряжения экспедиции всем необходимым. Все необходимое для экспедиции Трондхейм сосредоточил как раз в Мужах, откуда все это доставил через горы Полярного Урала и Югорский полуостров в пролив Югорский шар. Здесь продовольствие и снаряжение, успешно доставленные жителями Мужей, было перегружено на судно Нансена «Фрам». Что касается других транспортных историй, то местные оленеводы активно также привлекались для перевозки грузов на сталинской стройке 501, железной дороге Обь-Енисей. Заключенных видели? Видели. Мы даже согреваться туда, у них балки были, туда убежали. Что, 14 лет, как дурочки еще. Сейчас еще одна напарница у меня живая есть, а больше никого нет живых. Ехали в феврале месяце, как раз холодище такое было. А мы бежим за нартами, чтоб не замерзли. Где-то слышно, собаки лают, бежим туда, хоть там кто-то есть, нет. Избушки маленькие, канта было. Туда спать идем. Петр Алексеевич Рочев дважды в день делает зарядку. Хочет установить рекорд долгожительства. Был всю жизнь на руководящих постах в Мужах. 90-летний рубеж уже преодолел, а потому был свидетелем и вершителем многих событий в здешних краях. Правнуки у вас тоже есть? Правнучка я. Правнучка есть. Ага, и правнука тільки не боїть появиться. О, арыснин, гордеем. Правнучки. Но недавно правнук тоже появился. Гордеем назвали. И откуда такое имя отыскали? Раньше Изватас проще детей называли. Петька, Ванька, Марья, Дарья. Дарья, да, Марья, да. Анна, да. Говорят, что раньше в вашем селе Изватас было больше. Много было. В основном они и были. А ханты были? Нет, они жили не здесь, а в своих поселках. У них вон там есть дорога, она идет через Урал. Так они ее Сарантуй называют, то есть Зырянская дорога. Ну, дорога в сторону через Урал. Россия Туйса даже Сарантуй, как говорится, назовите, Зырянская дорога Сарантуй. На сегодняшний день в Мужах проживает 3500 человек. Половина из них – ижемцы. Вторая половина – русские и ханты, примерно в равных пропорциях. Из промышленности – рыбный промысел. Сельское хозяйство есть, но масштабы не те, что были. В основном живут здесь бюджетники. Большим подспорьем для жителей является охота и рыбалка.
другие традиционные промыслы. Мямте купуешь машина, буран, снегоход, артика. А кусь все-таки без этого не обойдешься. У меня 2 лодки, машина, снегоходы. Без этого никак. Это нас кормит. В этом году, например, рыба ловилась хорошо. Так я уже ее заготовил на зиму. Как же, все нормально осталось. Может, и лосей бьете? Почему сверносвесено? Но Может быть, всякое может быть. Если ногами шевелить, то и дома все будет. Не зря говорят, волка ноги кормят. Так же и человек. волк се колко се верде. Си морце. В одной советской песне утверждали, что и на Марсе будут яблони цвести. Пока не зацвели. А вот у полярного круга ижемцы, приложив труд и смекалку, научились много чего полезного выращивать. С одной стороны, овощи свои, а с другой – экономия. В мужах всех продуктов в магазинах немыслимо дорогие, так как дорог нет, все приходится завозить издалека, по воде или по зимникам. Вот, к примеру, приусадебный участок Анатолия Васильевича Ануфриева. Сделаем маленькую экскурсию. У вас здесь приличное хозяйство, поглядим? Какой горох? Горох. Пробуйте. А вот вижу у вас иргу и калину. Это ирга, калина, укроп, редиска, капуста. Цветная кальраби стала. Салат воим, укроп. Лук, петрушка. Картофель. А вон там картошка и репа. Репа тоже хорошо уродилась. Вот, посмотрите. А как репу употребляете? Свежая. Чисти там, да, и... В свежем виде. А вот раньше бабушка пекла репу и делала паренчу. Вкусно. Анатолий Васильевич, а кабачок же? И кабачки тоже созревают? Да, уже немножко посрывали. О, какой порядок у вас. Но тут же вечная мерзлота. Как с ней справляетесь? Я поднимаю грядки. Весной земля быстро прогревается. А у кого грядки низко, то растения мерзнут. Мелкие в этом году шишки. Уже нет смолы? Смола не мешает? Нет, и смолы сейчас мало. Ну что, покрутим барабан? Раньше все думал, как орешки из шишек достают. А там шестерня какая-то находится? Да, зубья стоят. Сами соорудили? Сам. А почему машинка не на электричестве? Хорошо, что хоть такая имеется. Еще очень плотные шишки. Так ты золотодобытчик. Вот и орешки. Теперь их можно провеять на ветру. И куда орешки деваешь? Продаешь? Некоторые продают, а я нет. Сами едим. Шлю детям. Зима долгая. Ну, я слышал, пиво, А пи не дожуга. А зубы не жалко?
У кого зубы не свои, то щелкать орехи не советую, а у меня пока свои. У вас все зубы свои? Пока да. Рыбу ловите? Ловим маленько. Сырок, сик. Зимой щуку ловим на крючок. Довольно большие попадаются. До 10 килограммов. Достаем их из лунки специальным крюком. А вот у нас нет таких щук. Крупные щуки и 20-килограммовые попадаются. Они не столько в длину потом растут, как вширь. Лунка на 180 или на 200, а щука не проходит. 6 сентября. Сегодня 6 сентября, а на улице 20 градусов тепла. У вас всегда так? Сентябрь теплый, только в октябре начинает морозить. Сильно холодно зимой бывает? До 40, но не часто. Часто, 40, 42, 45. А мы на вечная мерзлота. Так и у нас так же, но почему же тогда у вас вечная мерзлота? Вечная мерзлота здесь прослойками идет. Слой воды, слой льда. Один знакомый геолог мне говорил, что если у нас будет всегда летом 40 градусов тепла, то село провалится. Мы живем рядом. Сейчас просто Вон там дом построили, так он начал трескаться, грунт просел. Сейчас там по периметру дома трубы вкопали, чтобы грунт зимой лучше промерзал. Несмотря на то, что здесь, кроме домостроительства, практически нет промышленности, все дороги в селе выстланы бетонными плитами, а взамен ветхих деревянных домов строятся современные на сваях. Наш новый знакомый, 75-летний Геннадий Степанович Конев, новым домам все же предпочитает свой, деревянный. Дом у него тоже новый, и стоит он на краю села, у поля, где пасется его лошадь, и это очень важно. Лошадь есть, с ней я легко справляюсь. А разве не лучше передвигаться на квадроцикле? У нас есть снегоходы, у каждого сына. А вы по-прежнему на лошади? Я на лошади. Лошадь лучше? Лучше. Мне очень лошади нравятся, ведь я вырос рядом с лошадью. Вы, похоже, мастер на все руки. Почему мастер? Жизнь заставляет все уметь. Такой дом соорудили. Народ выстал у нас в каменных мешках, в муравейниках. Ну так нам из ватас каменные мешки не подходят. Ведь рядом с домом ничего не построишь, не посадишь. Как так жить? А пусть это новое. Мария моль, Мария моль, Мария моль, Мария моль, да Мария моль, Мария моль, да Мария моль. В 2006 году в Мужах был открыт дом-музей Коми-изба. Это единственный в Янао музей, призванный всесторонне представлять традиционную культуру западносибирских коми. Разные вечерки в Коми-избе устраиваем, праздники православные. А что за звонница у вас на Коми-избе? У нас территория маленькая, к тому же рядом церковь стоит. Решили звонницу на нашем коми-доме установить. Зато ни у кого такого нет. И сразу видно, что мы православные. Православные, православные. Гордостью Мужей
являются талантливые писатели Иван Истомин, Федор Конев. Самое интересное, будучи коми, они в совершенстве владели также языком хантов. Даже учителя у нас были, вспомним, коми-зыряне. Вот Парасковья Михайловна Попова, заслуженный учитель школы РСФСР. Потом Хозяинов Яков Васильевич, заслуженный учитель. Ануфриев Василий Ефимович, заслуженный учитель. Он написал букварь на ханты-языке. В Мужах большая современная школа. Десятилетка была в селе уже в 40-м году. Несмотря на то, что молодежь практически не говорит уже на коми, существует практика обучения языку. Создан даже учебник ижемского диалекта коми-языка для младших классов. Я здесь в школе работала учителем коми-языка 13 лет. А много детей Извитас в селе? Много, но ко мне не только коми-дети приходили, даже башкиры учились. Им было интересно. Рад бы движки ме веладани немен кознасни. Кумач севете он нолы китайка он паштом. Язык ижемский уходит. Нивелируются национальные черты. Пожилые этому сопротивляются, внуков приобщают, одежды и вещи хранят. И им же передают вместе с песнями и легендами. И в своем рвении сохранить и передать некоторые из сельчан добиваются совершенно уникальных результатов. Как-то вечером мы попали на блины к Ольге Ефимовне Заваруевой. Точнее, даже не блины, а вафли. Этот прибор принадлежал тете моего отца. Я очень берегу его. В Чуме им тоже пользовались? В Чуме и пользовались, на железной печке. Ну тогда и вы пеките. Я покажу, как пеку на современный лад. Какое масло используем? Сливочное? Сливочное. Слышал, что можно оленей жир использовать. Да, можно и с этим жиром. У вас и серьги старинные. Они от бабушки мне достались, очень старые. Их мои предки сами изготавливали. Золотые? Настоящее золото. Здесь много ижевцев проживало? Много. Ой, я спалила вафли за разговором. Вот этот можно уже снять. Потом маслицем еще смажем, и все. Зачем вам старину знать и хранить? Мне это интересно, но важнее, чтобы дети хранили и знали наши традиции. Иногда мне позвонят, спросят, например, про деда, где и как воевал. Надо, чтобы дети продолжали все лучшее, что было у наших предков. Дом у Ольги Ефимовны – это буквально музей ижемской старины. И как у любого музея, здесь имеется уникальный документ – целый рулон. Ольга Ефимовна, мы разям. Ольга Ефимовна, ну что, развернем? Развернем. Нам не пригодится стол, потому что мы сделаем это на полу. Вот уже я добрался до видеокамеры, а документ все еще не закончился. Что-то около 6 метров. Это летопись вашего рода? Даже фотография имеется. Столько имен, целая деревня.
И все это мой род. Какой же вы человек? Вот если бы каждый коми такое соорудил. Тогда бы мне было легче всех своих отыскивать. А вот еще у вас одно большое дело. Они защищали Отечество. Это чем и очень. Я собрала сюда все о своих родственниках, воевавших с 41 по 45 годы. Здесь информация, кто и где родился, кто у них жена и дети. Для чего вам это нужно? Чтобы молодые люди знали о своих предках, придут, посмотрят. Даже посторонние люди находят здесь своих родных. О, оказывается, мы с тобой родня. Спасение ижемского языка на селе, видимо, приобретает размах. Появился здесь новый специалист по языку Ирина Терентьева. Недавно она закончила Сыктывкарский университет и была приглашена работать на телевидении в Салехард. Однако она выбрала мужа и школу. Я долго думала, выбирала, но здесь выпустили учебник для учащихся первых-четвертых классов по коми-ижемскому языку. Появилась возможность обучать, и меня пригласили поработать. Обязательный урок. Это внеклассный урок и заявление. Это внеклассный урок. Дети занимаются по дополнительному заявлению. Приходят учиться, если захотят. Ну, сычкочки, и села мекуски смена, вела одну челядисамед, челядислы. Не то чтобы на озгашке вела одну кывсамед, бурашорнитне, но... Меня потянуло к детям. Может быть, они не будут знать язык, но важно дать им знания. Нужно передать им ту любовь к языку и нашей культуре, какую имею я. Или гашки хотя бы уважают на ашина с культураса и хоть интересуются. Будем надеяться, что коми-ижемский язык долго еще будет слышен на здешних обских берегах. Пока есть язык, есть народ. И новые легенды на прежней родине Вижме не будут рассказывать о том, что вот ушли когда-то братья за Урал в поисках лучшей доли и пропали, а будут заканчиваться примерно так: ушли и стали жить долго и счастливо.